أنا سمعت عن وجود مسابقة مشتركة بين مركز اللغة العربية القطرية ومركز المناظرات القطرية. Правильное произношение и четко поставленная речь. Говорить уверенно в результате ни одного дня. Получить второе место в международном конкурсе на лучшее владение арабским языком Хава Цичуева никак не ожидала. Состязание серьезное, а среди конкурсантов знаменитые переводчики страны, студенты арабских стран, преподаватели. Главное правило – аргументировать свою точку зрения. Я против дистанционного образования и считаю, что оно никогда не сможет заменить традиционное. В связи с пандемией тема дистанционного образования стала очень популярной, и мнения людей о его пользе разделились. С одной стороны, такое образование предоставляет возможность студентам учиться, не выходя из дома, в любой точке мира. Нужен только компьютер и интернет. С другой, у него очень много недостатков. Студенты и ученики целыми днями сидят за компьютерами, как во время занятий, так и после, выполняя домашние задания. Это сильно сказывается на здоровье. Видеоконкурс проходил на базе Катарского центра арабского языка в Москве совместно с дискуссионным центром Катара. Главный приз – уникальная возможность поучаствовать в дебатах с партнерами центра во время Санкт-Петербургского экономического форума 2021. И они устроили вебинар на платформе Zoom, где их коучер этого дебатского центра, Катарского центра Мухаммад Сальман, он рассказывал, в каком формате проходят дебаты, в каком формате нужно снимать видео. Что я поняла, что у меня что-то не так. И они мне сразу написали, что вы вошли в шорт-лист кандидатов, что их комиссия удивлена, восхищена моим знанием арабского, моим уровнем арабского. И написали, если вы захотите переснять видео, то мы обязательно его примем. Девушка пересняла видео, отправила и спустя время узнала. Она обладательница серебра. Красавица, умница, студентка 5-го курса Института переводоведения и многоязычия Пятигорского государственного университета. Для нее самое главное не получение приза, а опыта. Насколько важно общение с носителями, она понимала. На 3-м курсе Хава ездила в Америку по программе студенческого обмена. Получить эту визу в Америку долгожданную для меня было огромным счастьем, потому что многие говорили, что очень тяжело дают визы, не дают. И когда я услышала в консульстве «Your visa is approved», «Ваша виза одобрена», это были самые лучшие слова для меня. В Америке никакого языкового барьера я не испытала. Культурный шок, может, был, потому что наш менталитет все равно отличается кардинально. Благодаря этой поездке я выросла, мой английский вырос, и я счастлива, я рада, что поехала туда. Выучить 2 языка непросто, признается Хава, тем более, если они разные по грамматике. Изучением арабского она решила заняться после того, как поняла, что хочет понимать написанное в священной книге. А вот с английским все проще. В 5-м классе она приняла участие во всероссийском конкурсе «Одаренные дети». И гран-при – это Цичуева Хава. Самое главное – это иметь желание изучать язык. То есть, если у тебя нет желания, нет смысла в этом, то не добьешься должного результата. Нужно найти цель, понять, для чего ты хочешь знать этот язык. Какая у тебя цель, найти мотивацию. И если ты ее найдешь, тебе будет намного легче и увлекательнее весь этот процесс изучения английского, арабского, любого языка. Главное – хотеть его изучать, не принуждать себя. В будущем у Хавы в планах открыть свой учебный центр по изучению арабского языка, а пока девушка живет сегодняшним днем и делает все возможное для самосовершенствования. شكرا على دعوتي أنا مسرورة لوجودي هنا أود أن أهنيكم بهذا الشهر رمضان بهذا الشهر الكريم تقبل الله صيامك والصلوات ويجعلنا أهل الجنة. Thank you for inviting. May Allah accept all your fasting and our prayers. Спасибо за приглашение, я очень рада быть здесь. Пусть Аллах примет ваш пост и ваши молитвы. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.